Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амша Якушара. Сегодня в программе. Прозрачность и защита. С 1 января 2022 года вступает в силу закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Очередное заседание сессии парламента состоялось в среду 29 сентября. Подарок ко Дню Победы. 30 репатриантов-ветеранов войны будут освобождены от оплаты стоимости жилья. Такое решение было принято на очередном заседании Кабинета министров. Помним и чтим. У Гумистинского моста были установлены мемориальные доски с фотографиями чеченских добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 29 сентября бойцы Восточного и Западного фронтов, объединившись накануне на Кадорском мосту, с боями продвигались дальше, на восток, метр за метром, освобождая родную землю от грузинских оккупантов. Практически за один день был освобожден весь Очимчирский район, а к вечеру 29 сентября был освобожден город Очимчира. Президент Аслан Бжаня подписал указ о призыве в октябре и декабре 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря призываются на военную службу граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. В эти же сроки будут уволены военнослужащие, срок военной службы которых истек. Парламент Абхазии принял в третьем окончательном чтении закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а процедура установки контрольно-кассовой системы должна быть окончена к 2024 году. На очередном заседании сессии парламента депутаты рассмотрели более 13 вопросов повестки дня, большая часть из которых была представлена администрацией президента. Подробности в репортаже Кууцы Вардания. Открывая первое заседание осенней сессии парламента, спикер Народного собрания Валерий Кварчия поздравил коллег с наступающей 28-й годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии и вручил ветерану, ныне сотруднице законодательного органа страны, Надежде Ашуба, цветы. Депутаты почтили память павших воинов минутой молчания. Всего на повестке дня очередной сессии парламента 13 вопросов. Первым был рассмотрен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты республики в части административных правонарушений в области таможенного дела. По словам представителя президента в парламенте Саида Будпа, проект закона направлен на установление новых составов административных правонарушений за нарушение таможенного законодательства, а также устранение соответствующих противоречий. Необходимость внесения изменений в эти кодексы связана с тем, что на сегодняшний день есть ряд противоречий между нормами, устанавливающими административную ответственность в области таможенного дела, закрепленной в Кодексе об административных правонарушениях и в Таможенном кодексе. Для того, чтобы снять эти противоречия и систематизировать и кодифицировать нормы об административной ответственности, а у нас есть единый кодифицированный акт, это Кодекс об административных правонарушениях, мы все нормы, которые касаются административной ответственности за нарушение в области таможенного дела из Таможенного кодекса, исключаем и включаем в Кодекс об административных правонарушениях. Это позволит, помимо того, что снять противоречия, потому что при привлечении к ответственности непонятно, по нормам Таможенного кодекса нужно привлечь или по нормам Кодекса об административных правонарушениях, тем более там санкции разные, с одной стороны, и позволит распространить нормы Кодекса об административных правонарушениях, общие нормы, да, то есть что такое административное правонарушение, общие нормы привлечения к административной ответственности, в том числе на нормы, касающиеся административной ответственности в области таможенного дела. Кроме того, включая эти нормы в Кодекс об административных правонарушениях, мы те внутренние противоречия при привлечении к ответственности тоже снимаем. Законопроект депутаты приняли в первом чтении. Далее народные избранники рассмотрели
рассмотрели закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Принятие закона закрепит правовые основы внедрения в Республике Абхазия онлайн-касс, суть которых заключается в возможности передачи сведений о расчетах с покупателем по каналам беспроводной связи в систему баз данных уполномоченного органа Министерства по налогам и сборам Абхазии в электронном виде. Основной проблемой в вопросе администрирования налогов на сегодняшний день в Республике Абхазия, не только в Республике Абхазия, является учет выручки. Это тот показатель, от которого рассчитываются в основном все налоги. С этим вопросом у нас большие проблемы. У нас главной проблемой является учет выручки. И введение, контрольно-кассовых аппаратов, которые будут давать информацию в режиме онлайн о происходящих сделках и транзакциях, позволит нам выйти на совершенно иной уровень. Это позволит нам с вами понять, какой у нас реально существует оборот. Предусмотренные в законопроекте нормы будут распространяться и на кредитные организации. Связано это с частыми нарушениями в данной сфере. Также применение контрольно-кассовой техники кредитными органами позволит плательщикам путем сканирования QR-кода на чеке убедиться в проведении операции, а налоговым органам в режиме онлайн отслеживать обороты денежных средств. После обсуждения закон был принят в третьем и окончательном чтении и вступит в силу с 1 января 2022 года. 3 законопроекта, касающихся фонда репатриации и демографии, были сняты с повестки дня. К ним возник ряд вопросов. Далее депутаты рассмотрели проект закона о финансовой аренде лизинге, который определяет его правовые и организационно-экономические особенности. Это нормы гражданского законодательства. Разумеется, определяют все случаи, когда наступает ответственность, все права лизингодателя, лизингополучателя и продавца в соответствии с законодательством. В итоге законопроект был принят в первом чтении. Следующий вопрос – обсуждение законопроекта об определении суммы средств на содержание контрольной палаты. Определить сумму средств на содержание контрольной палаты Республики Абхазия на 2022 год в размере 34 миллиона 744 тысячи 900 рублей. Данный вопрос и возникающие вопросы у коллег, почему увеличилась смета расходов, были заданы председателю Роберту Ивановичу Аршба, на что были получены ответы. Поэтому мы данную смету утверждаем только постановлением. Прошу поставить на голосование. У парламентариев возникли вопросы по поводу аренды помещения контрольной палаты. По словам председателя палаты Роберта Аршба, уже 8 лет аппарат находится в непростом положении из-за отсутствия собственного помещения. Однако депутаты посчитали сумму средств на содержание контрольной палаты слишком большой, учитывая эпидситуацию, и отклонили законопроект. Далее народные избранники рассмотрели проект закона об определении бюджетной сметы аппарата уполномоченного по правам человека. Предложенный депутатам бюджет уполномоченного по правам человека на 2022 год составлял более 5 миллионов рублей, что на 500 тысяч рублей больше предыдущего бюджета. При этом депутаты поинтересовались, почему уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл не отчитывается перед парламентом о финансовых тратах аппарата. На что омбудсмен ответила, что уже предоставляла эти сведения. Депутаты парламента, уважаемые депутаты парламента, отчет о деятельности уполномоченного по правам человека за 2020 год был представлен парламенту Республики Абхазия. В марте 2021 года Валерий Ильич мне говорил, что сейчас нет времени, потому что ожидается поездка в Сирию. Как только приедут депутаты, часть депутатов из Сирии, будет заседание парламента, на котором я смогу выступить с этим докладом. К сожалению, я до сих пор не получила эту возможность. С тех пор, как вернулись из Сирии, уже прошло полгода. Я просто обращаюсь к вам. Еще раз, ценность самого доклада только в том, чтобы в течение года исправить все эти нарушения, о которых указаны в докладе. Сейчас уже конец года. Я не понимаю ценность этого доклада. Посмотрите, у нас вопросы есть, коллеги? Если вы хотите об отчете, мы приглашаем. Тогда вот все, что вы сказали, ввиду вашей занятости, а мы вас приглашали неоднократно, и в силу вашей законной обязанности отчитываться по сметам расходов уполномоченного. Как вы хотите, чтобы мне отчитаться, если вы не приглашаете?
приглашайте, вы не назначаете заседание. Как мне отчитаться перед вами? Ответьте мне, пожалуйста, на простой элементарный вопрос. Может мне на площадь выйти, там зачитать? Нет, это не митинг. Письмо напишите с отчетом, приложите и вас Мы позовут. написали, Уважаемый депутат, ознакомьтесь с работой парламента. У вас лежит письмо, распечатано и в электронном варианте доклад. Что мешает ознакомиться? Как мне это сделать? Мне самой прийти и каждому зачитать? Ну как мне это сделать? Ну извините, я не знаю, как мне, я не могу придумать этот доклад. Мы общаемся по этому поводу уже отдельно встречу сделаем. Я сожалею, просто глубочайшее мое сожаление, такое отношение к проблемам, которых волнуют люди. Мы год собираем эту информацию, мы анализируем, мы сидим сутками, готовим эти рекомендации и предложения. Это Наши предложения доклада, наши Вы защищаете интересы ИПОшных организаций, но не абсолютно прав абхазских граждан. Все, остановились, давайте. Это я могу вам сказать. Дайте продолжить работу наши дальше. предложения за 2019 и 2019 год. Хорошо, я жду. Пригласите, пожалуйста. И мы поговорим о всех вопросах, которые волнуют и меня, и наше общество, и ваши избиратели. До свидания. В итоге, после долгих споров, парламент не утвердил предложенный бюджет аппарата омбудсмена. Далее депутаты приняли законопроект об отмене постановлений Президиума Верховного Суда Республики об упорядочении хранения, учета и исполнения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники от 14 января 1994 года. В завершении заседания сессии народные избранники дали согласие правительству о переводе земельного участка площадью 12 гектаров в селе Дюбжа Учемчирского района категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, а также перевода земельного участка площадью 93 гектаров на территории унитарного предприятия «Гагрыбш» из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли рекреационного назначения. Гугуца Вардания, Сейда Гухава, Раму Камки, Абхазское телевидение. На заседании сессии парламента депутаты не одобрили бюджетную смету аппарата уполномоченного по правам человека на 2022 год. Кроме того, как следует из репортажа, депутаты высказали претензии по поводу того, что Асида Шакрыл не представила в парламент отчет о деятельности аппарата уполномоченного по правам человека за 2020 год. В связи с этим Асида Шакрыл выступила с комментарием, в котором отметила, что ежегодный доклад уполномоченного по правам человека за 2020 год в распечатанном и электронном виде был официально с сопроводительным письмом представлен парламенту 10 марта 2021 года. Тот факт, что за прошедшие полгода депутаты не нашли возможности его обсудить, ставит вопросы о качестве организационной работы либо о недостаточном интересе к проблемам, которые озвучиваются в докладе. Отмечает Асида Шакрыл. Подобные вопросы неизбежно возникают, поскольку депутаты парламента в течение 3 лет моей работы не обсудили ни одну рекомендацию, адресованную парламенту. Необходимо отметить, что эти рекомендации связаны с нарушениями прав человека со стороны органов государственной власти, тех самых избирателей, интересы которых должны защищать депутаты парламента. Многие нарушения связаны с пробелами и противоречиями в законодательстве, а по ряду проблем с отсутствием необходимых законов, отмечается в частности в комментарии омбудсмена. Асида Шакрыл выражает сожаление, что вновь была упущена возможность поговорить по существу и подчеркивает, что готова к парламентским слушаниям по докладу. К другим новостям. 30 репатриантов-ветеранов войны будут освобождены от оплаты стоимости жилья. Такое решение было принято на очередном заседании Кабинета министров. Члены правительства также утвердили индикативный план на 2022 год и установили ежемесячные доплаты к пенсиям отдельных категорий пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства. Всего было рассмотрено 13 вопросов. Подробности в репортаже Алики Трапш.
В начале заседания члены правительства внесли изменения в ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2021 год, на реализацию которой из государственного бюджета выделено 100 миллионов рублей. Представляя проект, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопа рассказал, что 32 миллиона рублей уже освоено. Чтобы поддержать оставшиеся проекты сельчан, Беслан Джопа предложил вписать в программу выращивание сельскохозяйственных культур, которые в приоритете у крестьян. Предельный размер финансирования в рамках одного проекта составит не более 1 миллиона рублей. Они выбирают культуры, которых здесь не указано, скажем, виноград там, или другие культуры, то есть те, которые не попали. А так как нам не позволяют отклоняться от программы, многие проекты остались без освоения. Поэтому мы вносим такие вот изменения, то есть убрать вообще название многих культур, написали, как бы предлагаем вам внести изменения в том смысле, чтобы были указаны многолетние насаждения и добавили туда же и грибы, так как вот у нас соискатели этого бизнеса, то есть этой культуры, оказалось в Гутаутском районе и в Ачимчирах, то есть это перспективное вроде в этом направлении, поэтому мы предлагаем еще добавить грибы. Вот такой вот характер изменения. Члены правительства также утвердили индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2022 год. Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Она отметила, что проект индикативного плана основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2020 год и первый квартал 2021 года. По словам вице-премьера, в промышленности, туризме и энергетике есть плюсовая динамика. Говоря о годовом фонде заработной платы, Кристина Озган отметила, что наибольший удельный вес приходится на такие отрасли деятельности, как услуги, курорты и туризм, торговля. Общий фонд заработной платы по экономике спрогнозирован в объеме 3,8 миллиардов рублей с незначительной положительной динамикой. Среднемесячная заработная плата по экономике составляет в прогнозируемом периоде 16,8 тысяч рублей, в том числе в промышленности 17 тысяч рублей, в энергетике 15, значит, в связи 27, в строительстве 16, в торговле 22 тысячи рублей, 13 тысяч рублей в услугах и 17 тысяч рублей, 17 тысяч рублей, соответственно, у нас идет в услугах 17 тысяч рублей и в кредитно-финансовой сфере 31 тысяча рублей. Хочу отметить, что данные показатели свидетельствуют о слабом уровне администрирования за процессом формирования выручки, доходности и, соответственно, заработной платы и требуют усиления контроля. Как вы знаете, в данное время в правительстве формируется ряд инициатив по усилению мер административного регулирования со стороны соответствующих уполномоченных органов. Это связано и значит, с налогами, и с контролем за формированием значит, себестоимости продукции. Хочу сказать, что проект индикативного плана в соответствии с установленными требованиями прошел согласование во всех министерствах и ведомствах, компетентных по согласованию данного проекта. Он был согласован с администрациями районов и города Сухум, был предварительно направлен в контрольную палату для получения замечаний и предложений. Основные замечания и предложения всех, поступившие по всем направлениям, были учтены. На данный момент практически все вопросы сняты, поэтому прошу поддержать инициативу Министерства экономики и утвердить индикативный план на 2022 год в обозначенных параметрах для того, чтобы у Министерства финансов уже было основание формировать данные проекта бюджета на 2022 год. Хотел бы обратить особое внимание, обратно опираясь на такой показатель, как фонд оплаты труда и прибыль, о чем говорила Кристина Константиновна. Несмотря на то, что озвученные цифры в 13 тысяч, в 15 тысяч рублей по фонду оплаты труда среднемесячно, но они вот не вдохновляют нас, при этом мы понимаем, что именно в этих отраслях фактически заработная плата выше. Но вот Кристина Константиновна сказала целиком об отрасли, а если ее раскрыть, отдельные отрасля, ну вот я могу привести пример, конечно, без определения организации. Заработная плата среднемесячная в отдельных организациях, которые работают успешно, от 1800 до 4500. Ну, наверное, либо это искаженная, либо недостоверная информация, ну и подлежит корректировке. Такого, в принципе, не должно происходить. Аналогичная ситуация и с объемом прибыли. Там тоже фактические показатели на текущий период гораздо выше, чем предлагаемый на 2022 год.
Вот здесь я к чему хочу об этом сказать более подробно. Дело в том, что, несомненно, при формировании бюджета на следующий год за основу будут браться базовые показатели индикативного плана, но это далеко не единственное, на что будем опираться при подготовке. Естественно, есть фактическое исполнение, естественно, есть прогнозные значения, определяя темпы роста инфляции, возможно, да, с учетом принятых мер, индексация и так далее. Поэтому здесь надо к этому моменту очень-очень предметно, внимательно подойти. Я имею в виду фонд заработной платы. Его надо выводить на уровень легализации, потому что от этого зависит, несомненно, и отчисления во внебюджетные фонды. Что касается заработной платы и эффективного отношения к ней, думаю, российские коллеги, которые работают сейчас еще, верно, из казначейства, да, они нам выдадут материал, где мы увидим, как мы относимся к данной теме. Это же не секретные материалы, правильно? Мы же с ними ознакомим всех, средства массовой информации и руководителей. Вот будет очень интересно. Я предвижу примеры, в том числе и такого сенсационного характера, назову так, условно, беру в кавычки, но неприятные. На заседании Кабмина было принято решение применять на территории Абхазии товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Члены правительства также утвердили порядок предоставления бюджетных кредитов. Бюджетный кредит может быть предоставлен административно-территориальной единице Республики Абхазия или юридическому лицу, резиденту Республики Абхазия, за исключением бюджетных учреждений на основании договора. Обеспечение бюджетного кредита должно иметь наивысшую степень ликвидности. Такой степенью может обладать банковские гарантии, поручительство, ну и отчасти залог. Причем все эти функции, все эти гарантии, все эти обеспечения не должны быть менее 100% предоставляемого кредита. На сегодняшний день бюджетные кредиты отчасти не предоставляются. Несомненно, в долговой книге государственного бюджета, который ведет Министерство финансов, числится задолженность по ранее предоставленным кредитам. В настоящее время ведется работа по взысканию этих средств. Ну, мы знаем, там есть особые сложности, потому что задолженность числится достаточно длительное время, на нее начисляются проценты. А вот здесь, наверное, Министерство финансов совсем скоро выйдет с предложением по отдельным видам кредитов, которые брались не на бизнес, как мы говорим, а для конкретных целей. Сумма основного долга не до конца, которая вернулась, а по ним проценты выросли в 4-5 раз больше, чем сама сумма кредита. Я так полагаю, что здесь надо урегулировать подобную задолженность. Вот мы выйдем с такой инициативой. Решением правительства 30 репатриантов, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии полностью освобождены от уплаты стоимости переданного им жилья. Контроль за исполнением распоряжений возложен на Госкомитет по репатриации. Единственная категория одна – это ветераны Отечественной войны 92-93 года, репатрианты, которым были выделены квартиры, небольшие домовладения, так скажем, и передать им безвозмездно на 30 сентября праздник, потому что многие из них действительно не могут выкупить данное жилье, не имеют такой возможности, поэтому было множество ходатайств и от них к нам и с нашей стороны к Александру Золотинсковичу непосредственно, который дал добро, поддержал. И вот сегодня на заседании выносится такой вопрос, чтобы Кабинет министров поддержал. Надеюсь, никто не рассердится. Я буду называть фамилии. Чоков Музафер, репатриант из Турции, ветеран войны, кавалер ордена Леона. Чугипа Семгин, репатриант из Турции, награжден медалью за отвагу. Лигуасе Захид, репатрианты из Турции, кавалер ордена Леона. Другие нужны доказательства?
И весь список практически такой. Есть в списке люди, которые, к сожалению, уже умерли, но у них есть семьи, есть вдовы, есть дети. И обязанность абхазского государства решать подобные вопросы именно таким образом. Мы, конечно, вернемся еще раз к рассмотрению таких вопросов и обязательно приведем соответствующую правовую норму под положение их жилья. Члены правительства приняли постановление об увеличении доплат к абхазской пенсии гражданам, не являющимся получателями пенсии иного государства. Выплаты начнутся с 1 октября 2021 года. На 500 рублей повысится доплата пенсионерам по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, инвалидам труда 1, 2 и 3 групп. Пенсионерам, имеющим звание народный и заслуженный работник, размер пенсии составляет 1500 рублей, размер доплаты, текущий размер 1000 рублей, предлагается повышение на 1000 рублей, и таким образом общий размер выплаты составит 3500 рублей. Лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, размер пенсии 1000 рублей, текущий размер 1400, предлагается повышение на 600 рублей, и таким образом общий размер выплаты составит 3000 рублей. Пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности, размер пенсии сегодня составляет 150 рублей, а размер доплаты текущий составляет 1700 рублей. Предлагается повышение на 250 рублей. Таким образом, общий размер выплаты составит 2100 рублей. Также на заседании Кабмина был утвержден состав коллегии Министерства просвещения и языковой политики. Принято постановление об оказании социальной поддержки лауреатам литературной премии имени Таифа Аджба. Постановлением Кабинета министров внесены изменения в нормативно-правовые акты в сфере лицензирования экспорта, импорта оружия, патронов к нему и боеприпасов. Лицензирующим органом определено МВД. Также решением правительства в селе Лыхны индивидуальному предпринимателю Авицбе предоставлен постоянное пользование земельный участок площадью 0,23 гектара для строительства гостиницы. Алика Трапш, Алексея Гухава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Распоряжением Кабинета министров пятница, 1 октября, объявлена дополнительным выходным днем в целях надлежащего функционирования банковской системы и оказания банковских услуг населению. Кабинет министров рекомендует кредитным организациям при соблюдении требований трудового законодательства обеспечить работу 1 октября 2021 года. Правление русской общины Абхазии поздравляет соотечественников с 4-летием со дня основания общественного объединения. В поздравлении отмечается, что за эти годы русская община Абхазии объединила в своих рядах неравнодушных граждан республики и российских соотечественников. Именно профессиональная работа руководства и всех членов общины обеспечила организации репутацию эффективной площадки для выстраивания диалога между представителями власти и соотечественниками контролирующих органов, предпринимателей и институтов поддержки соотечественников за рубежом. Русская община Абхазии намерена и дальше активно оказывать необходимую помощь государству и жителям Абхазии. Сухумская средняя школа номер 10 закрылась на карантин на 7 календарных дней, сообщается на сайте столичной администрации. Такое решение принято столичным управлением образования на основании рекомендаций СЭС. С 1 по 28 сентября в школе заболели 7 педагогов, 1 медсестра, 26 учащихся. Кроме того, на самоизоляции по причине болезни находится 1 педагог и 23 учащихся. В преддверии главного государственного праздника Абхазии по всей республике проходят памятные мероприятия. На Гумистинского моста были установлены мемориальные доски с фотографиями чеченских добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Смотрите репортажи Эсмы Голанзе. Во время Отечественной войны народа Абхазии на защиту нашей страны встали добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России и кавказских диаспор. В первые дни войны прибыли и добровольцы из Чечни, вставшие бок о бок с нашими воинами. Некоторым из них не суждено было вернуться домой. В этот предпраздничный день у Гумистинского моста установлены мемориальные доски с фотографиями погибших героев-добровольцев Мусыха Сухаджиева и Ахмеда Хамитова. Хамитов Ахмед мой, вот он. Мы его позапрошлом году только смогли отправить домой в Чечню. Он у нас числился как пропавший без вести.
Он погиб на высоте Ахабюк, когда десантировали бойцов. Это было очень стратегически важная высотка, важное направление. И этот человек, когда вертолет горел, он весь сам горел. И как в фильмах бывает «Терминатор». Весь горел и с пулеметом. Стрелял, строчил с пулемета в эти позиции. Он палец с курка не снял. Когда вот так рассказали про его героическую гибель Владиславу Григорьевичу Арзимбо, он тогда еще объявил героя Абхазии посмертно. Сегодня с нами сын Хамитова Ахмеда. Когда он уходил на войну, этому пацану было 2 года. Добровольцы поблагодарили вице-президента Абхазии Бадру Гунба за помощь в открытии мемориала. В свою очередь, обращаясь к добровольцам, Бадра Гунба подчеркнул, что их имена навсегда вписаны в историю нашей страны. Но в сердце каждого абхаза вы дороги нам, дорогие братья. Вот спустя 28 лет, спустя долгие годы вы приезжаете и все так же, как во времена войны, переживаете о будущем, о судьбе нашей общей страны. Безусловно, для нас это очень мужественный шаг, показатель того, как нужно в самые тяжелые времена отстаивать право брата продолжать и развиваться, жить на этой прекрасной земле. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. Сегодняшнее мероприятие – возможность еще раз поблагодарить братьев-добровольцев. Наш народ всегда будет помнить их мужество и героизм. Вечная память, слава героям. Абхазский народ всегда будет помнить подвиг добровольцев. Спасибо всем. С праздником! У каждого из этих людей, которые по зову сердца прибыли на помощь нашему народу, своя история. Но всех объединяло одно – благородство, отвага и решимость. День Победы, как говорится, праздник со слезами на глазах. Но слово «победа» – это очень сладкое слово. И мы в очередной раз снова пришли вместе с вами, чтобы быть рядом в этот знаменательный день. Спасибо за такой радушный прием. Спасибо за эти памятные плиты. Не забывайте ребят-добровольцев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Республики Абхазия. В жизни добровольца Амрадия Керимова война в Абхазии была не первой. К своим 24 годам он уже успел побывать в Афганистане. После Афганистана я готов был вложить в нужном направлении, в нужном месте. И с этим стремился, но так и ранили, увезли меня. Потом я еще раз приехал. Самый тяжелый момент, когда тебе брат в глаза смотрит и говорит «помоги». И ты ни с чем, ты перевязываешь его или ты чем-то успокаиваешь его, но он уже отходит, в глаза смотрит, помоги. С победой всегда, чтобы вы жили счастливо, ясное небо, как сейчас солнце, вот, чтобы у вас было все хорошо. Сегодня многим из них тяжело объяснить, что привело их тогда в пылающую Абхазию. Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Алим Вакаев из отряда «Волк» чеченского батальона говорит, что он выполнял долг настоящего мужчины. Каждому надо помочь. Пришли на помощь. Бросили свои семьи и пришли помочь абхазскому народу за свободу, независимость, помочь малым народам. А как ваши родные отреагировали? Правда сказать, не хотели, но все равно у нас такого нету, когда спрашивают. У нас сказал, поеду, все, едет. Самое трудное. У нас 6 человек здесь погибло, мы с Хом освобождали, несколько раненых было. Но мы доблестно, смело вошли ночью, и эти противник даже не знал, потом, когда узнали, мы их много убили, и они потом побежали. Волками почему вас так называли?
Это у нас в крови у нас. Еще испокон веков. Мы волка сильно ценим. За его смелость, храбрость, умно. За его красоту тоже. Добровольцы в Абхазии стали символом братства между Абхазией и Северным Кавказом. Всего в боевых действиях участвовало более 2000 добровольцев из разных стран. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 30 сентября в Абхазии пройдет праздничный автопробег «Псо-Ингур». Идея его организации принадлежит членам Альфард-клуба. Акция стартует в 8 часов утра на Псо. В автопробеге примут участие около 40 автомобилей. Все машины одной марки Альфард премиум-класса. Таким образом, участники мероприятия решили почтить память погибших героев Отечественной войны народа Абхазии. Значит, такую праздничную акцию с реки Псо выехать примерно на 340 машинах и поехать до реки Ингур. По дороге мы хотим посетить все мемориалы, а также обязательно посетить памятник нашему первому президенту Владиславу Григорьевичу Арцинбу. Это наша и гражданская, и воинская обязанность. Мы никогда не должны забыть его имя. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в праздничные выходные дни с 30 сентября по 3 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, местами в отдельные дни переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. В субботу и до полудня, в воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22 градуса, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.